Ну, я хочу вас попросить рассказать свою версию событий, которые вы излагаете в статье. И Я отталкиваюсь от того, что похищение Заремы Мусаева, которое вызвало такой большой резонанс и в России, и за ее пределами, нужно рассматривать в контексте похищения родственников всех чеченских блогеров, с которыми мы столкнулись в конце декабря прошлого года. Соответственно, у журналиста, если он профессиональный журналист, должен возникнуть вопрос, а почему? Я на него отвечаю. Мгм. Да, но вы пишете там как раз о телеграм-канале Security Talk, как раз который, скажем так, занимался поиском тех чеченских силовиков, в том числе, которые переезжали в Турцию, и с которым могут быть связаны опасения, скажем так, главы Чечни с тем, что есть какое-то серьезное сопротивление ему. Известно ли, кто действительно стоит за ним? Валерия, вы сейчас вводите в заблуждение читателей. Да, тогда Я прошу, пишу поправьте только меня, да. о канале Security Turkey, но и еще о других блогерских аккаунтах Адат, блогерские аккаунты Халидова, Тумсо Абдурахманова и других, в общем-то, людей, которые вынуждены были бежать из Чечни, и которые, в общем, выпускают критическую информацию о Кадырове. Я пишу о взаимодействии этих, безусловно, людей, потому что они подхватывают контент одного канала, разносят по своим каналам, комментируют это, добавляют что-то новое. И это, понимаете, если бы речь шла об одном канале каком-то, то я не думаю, что это вызвало бы такую реакцию. Но речь идет уже о том, что это стало явлением. И это начало, потому что, чтобы вам проще было понятно, да, вот что сделало из Навального блогера, главного политического оппонента президента Путина, это, конечно, его, в первую очередь, блогерская деятельность, интернет-деятельность, когда он, используя интернет, обращался к аудитории, которая уже не задевает которая не так влияет сильно официальная пропаганда, нацеленная на более возрастную аудиторию, да. У Навального это заняло несколько лет, с 2008 года, когда он стал активным блогером, и до 2021 года, когда он попал в тюрьму, прошло достаточно много лет. Вот в Чечне сейчас проходит тот же период, и глава Чечни проходит тот же, на самом деле, сталкивается с таким же явлением, когда интернет, его возможности и то положение, в которое он загнал жителей республики, превращает вот этих людей пока еще единицей на самом деле, но я уверена, что на самом деле за ними последуют и другие, потому что они видят эффект своих действий. Поэтому это гораздо более глобальное явление, чем один какой-то канал, который пытается отслеживать на своей земле недружественных чеченцев, которые действительно приезжают в Турцию для того, чтобы осуществлять криминальные действия, собирать информацию, вынуждать людей, которые вызвали недовольство чеченской власти, приехать в Чечню, в том числе убеждая их в том, что они решат их проблемы. Вот. Эти люди действительно пытаются таким образом сделать свое пространство более защищенным. И если бы это только была их единственная цель, я думаю, Рамзан Кадыров не пугался бы так этой ситуации. Он боится информации, он почему так реагирует на критику, как мы видим в отношении «Новой газеты» неоднократно, правозащитных организаций. Он очень чувствителен к этому в силу разных причин, сейчас мы их не будем анализировать. Ему не удается справиться со своими реакциями, и люди это видят. Чеченские блогеры на самом деле нащупали его больное место. И он им ответил как мог. Единственный такой эффективный всегда был ответ – это захват заложников в Чечне, это давление на родственников, это принцип коллективной ответственности. Понимаете, в чем дело? То, что сейчас Рамзан Кадыров делает, он доводит и эту ситуацию, которая действительно всегда была рычагом воздействия на чеченцев, до упора.
Тут очень много зависит от того, сломаются ли чеченские блогеры, против которых это все направлено. Это очень тяжело для них, потому что это рвет в них, ну, в любом кавказце, особенно в чеченце, связь с тейпом, с родом, с семьей, ответственность перед семьей – это базис. Вот Кадыров этот базис сейчас сломает. Кадыров расчленяет чеченское общество, все связи и все традиции, которые его держали, он по ним ударяет. И он либо их сломает и сломает вот этих людей, и они прекратят свою деятельность, в чем я очень сомневаюсь на самом деле, либо он сломает вот этот рычаг, которым он использовал для давления, понимаете? И Зарема Мусаева останется его заложником, которым он будет сейчас иметь дело. Он не знает, что делать в этой ситуации, он будет ее изолировать, он будет держать ее долго, но он уже не добился того, что, во-первых, ее муж не приехал в Чечню. Я считаю, что это просто грандиозный поступок для чеченца. Очень, вот впервые там я вижу, что это очень здравый, не вот когда манипулируют, как вот ты должен, захватили твою жену, захватили твою сестру, захватили твоего сына, ты должен молчать, ты должен покориться, встать на колени, приехать, повиниться, от всего отказаться, отречься и стать жертвой, да? Нет. Это вот перелом этой ситуации идет сейчас. И я уверена, что сыновья Заремы не приедут и не станут заложниками, не лягут перед Рамзаном Кадыровым, не будут умолять о прощении. И это даст возможность другим людям все-таки порвать вот этот вот порочный круг, когда родственников используют для давления людей. А вот дальше что будет? У рычагов давления не останется. Ну, кроме наемных убийц, естественно. Это у нас всегда есть, наверное, и будет. Да, вы подробно пишете и о истории именно семьи Янгулбаевых, о том, что происходило с Ибрагимом Янгулбаевым. В том числе говорил отчасти об этом и в наших эфирах, о тех пытках, с которыми он столкнулся, и которые признал... Кадыров, конечно, он признал не пытки, а то, что Янгулбаева доставляли к нему в резиденцию. Он сказал, что пыток там никаких не было. Вот, честно говоря, когда я заново перечитала эту историю в вашей статье, у меня возник вопрос, как вообще Ибрагиму удалось выжить после всего этого времени, потому что его задерживали, как я понимаю, минимум 2 раза, да, вот на полгода после вот этого первого раза в 2015 году, потом еще раз, но ему удалось выйти. У вас есть ответ на вопрос, как это чудо, если так можно сказать, произошло? Ну, спасибо Владимиру Владимировичу. Вот. Второй раз, когда его задержали, он провел в незадокументированное место лишения свободы, это был месяц. Все остальное время он провел в СИЗО, это был практически там 1,5 года, если я не ошибаюсь. Вот. Его, в общем, распределили между, ну, то есть 2 силовые структуры, это чеченский полицейский и ФСБ чеченская, видимо, распределяла на результат. Ну, то есть пыталась, как канат перетягивали, да, чеченские полицейские пытались на нем сделать результат, им не дали, перехватили, сделали результат по 282-й. Результат вы имеете в виду, как террористы его уничтожить, как боевика? Нет. Я пишу в статье, что, да, это эвфемизм имеет 2 значения. В чеченском таком, ну, это уже не настолько актуально, потому что когда вот в Чечне было подполье активное, да, очень часто людей задерживали, вывозили, расстреливали, выдавали потом за боевиков. Теперь это уже гораздо реже случается, потому что, в общем, подполья не осталось, поэтому результат сейчас в Чечне, вот это слово эвфемизм, он используется ровно в том значении, в каком он используется во всей России. Это абсолютно распространенное во всех российских регионах и вообще не чеченское ноу-хау, должна я вам сказать, когда результатом является палочная система в МВД, когда вот есть план по конкретным статьям, вот, допустим, преступлений по ним нет, а план по педофилии или по, я не знаю, там, чему у нас еще, там, неоказанию медицинской помощи или в общем, там, любая статья, которая появляется, там нужно сколько-то по ней отчитаться тем специализированным подразделениям, которые вот, работают по этим преступлениям. Преступления нет, план есть. Отчитываться надо, палки должны быть, это жаргон милицейский, да. Полицейский.
Да, а если его не будет, то тогда не будет премии, и, в общем, все будет нехорошо по службе. Поэтому нужно делать результат. Берут человека и, соответственно, выбивают признание. Пытки, опять-таки, не чеченское ноу-хау, это распространенное по всей России явление уже давным-давно, еще в советское время и до советское время. Вот. Без этого нашу систему, к сожалению, правоохранительную, у нее не было периода истории. В отличие от журналистики, у нас был небольшой период свободы слова. А вот в полицейской правоохранительной системе не было никогда периода, когда не было бы пыток. Поэтому это, опять-таки, не придумали чеченцы. Его хотели, Ибрагима, сделать из него результат, то есть сделать на нем либо статью посадить, которая шла в зачет чеченским полицейским, либо вот ФСБшники были заинтересованы, поэтому ему вменили 282-ю статью, которая ни на чем не была основана. У нас есть заключение ведущих мировых экспертов. Марина Дубровина, адвокат, делала, то есть не делала эти заключения, а обращалась к этим специалистам, получала эти заключения. Вот, они анализировали тот контент, который был в блоге у Ибрагима, на его странице ВКонтакте. Он ни к чему не призывает, никакой ненависти. Вообще нет такой социальной группы «русские военные», как его вменили. Ну и, как я, в общем, написала в статье, на суде, в общем, прекрасно ясно, за что реально его судят: за критику чеченской власти, за то, что он, в общем, плохо отзывался лично о Кадырове, о его отце. Там даже вот в статье нет момента, который один момент меня очень сильно поразил на этом суде. Что, кстати говоря, опять возвращает нас к родственникам, к коллективной ответственности и к тому, что Кадыров все время таскает людей, ну, то есть вот родственников своих критиков, а он, собственно, они-то уже давным-давно перешагнули вот этот момент, когда и род тоже отвечает за человека, и тейп, и семья. Вот был момент, когда на суд к Ибрагиму приходило большое количество его родственников по матери, по отцу. Семья, самые близкие, мы их эвакуировали, но эти люди остались. И однажды им дали послушать голосовые сообщения, которые вот записал сотрудник МВД, внедренный в группу ВКонтакте. Да? Он записывал, это не было опубликовано ВКонтакте, это были вот голосовые сообщения, которыми он переговаривался с Ибрагимом. Дали послушать вот нецензурные выражения по отношению к самому Кадырову и в отношении его отца. И после этого, вы знаете, я пришла вот на судебный процесс, обычно была полный зал родственников, а тут как корова языком всех слезала. Я спрашиваю, почему? Ну, мы поинтересовались, а где вы, собственно, люди, ау? А людям дали послушать это, и они поняли, что, ну, то есть они Ибрагима, ну, не отреклись от него публично, но сказали, ну да, он заслужил это, и вообще мы теперь не будем его поддерживать, и все. А теперь этих людей, которые еще тогда, без всякого давления, они уже так все понимают, что они сказали, нет, это не наш человек, он такие вещи делает, мы его не будем поддерживать. И теперь этих людей постоянно таскают в местные отделы полиции, что-то от них хотят. Что хотят, непонятно. На Ибрагима уже не повлияешь. Он это тоже в суде все видел. Он видел, как эти люди, по сути, его предали. И что, он из-за этих людей будет теперь все бросать и приезжать на верную смерть в Чечню? Да нет, ребята, все это... Эти связи летят. И, в общем, ну, я не говорю, что это хорошо или плохо, просто у каждого явления есть и плюс, и минус. Вот сейчас Кадыров своими действиями ломает свой рычаг, единственное давление на людей, которые от него сбежали, которые прошли через все это, и которые на самом деле могут об этом говорить, формулировать, что важно говорить на русском языке, чтобы понимали их мы в России, не на своем, ну, то есть не только на чеченском, да, вот, выносить эту историю за пределы Чечни. И так эта лодка будет раскачиваться. И так она раскачается. Спасибо. Это была Елена Милашина, специальный корреспондент «Новой газеты». Говорили с ней о массовых похищениях родственников, критиков Кадырова в Чечне, точнее, за пределами Чечни. И, конечно, о похищении Заримы Мусаевой, за которым мы следим последние дни.